Ну что, золотая осень, ребята. Конец сентября. В этом году, конечно, сентябрь прям хороший был. Прям вообще. Аж я бы сказал жаркий. Я даже не припомню такого сентября. Прям второе лето. Вот за июнь, наверное, отомстила все-таки. Вот только-только буквально вот неделя, как, ребята, спала жара, уже холодно. Неделя шли дожди и похолодание. Сегодня был первый заморозок. Утром даже во дворе в баке там вода замерзла. Ну, что-то было -1, что ли. Вот. В общем, ребят, выехал по Налиму. Воды, правда, нету. Вот сегодня еду на мотовездеходике на своем. Загрузился и шагаю через Бор на одну из любимых точек. Посидим, поживем, побалдеем, поночуем. Взял палатку, печку уже, потому что ночью будет холодно. Что-то в районе 0. Днем вот сейчас разыгралась, конечно, погода, 10 градусов. Шикарно. В общем, остановился прямо в центре Бора. Думаю, время позволяет. Думаю, а что бы не собрать 2 гриба на жареху и пожарить сегодня грибочки на ужин. А что бы нет, свеженьких. По дороге пока ехал, боровики были. 3-4 точно я видел. Но я не стал останавливаться. Думаю, там уже ближе к реке остановлюсь. Что-нибудь надыбаем. Нужно-то всего лишь парочку. И пожарим. Вот. Так что вот тормознул, немножко передохнуть. Ну, дорога хорошая, сухая. Все ручьи, лужи, все высохло. Вообще просто идеально. По мосту проезжал, даже в шлепках можно ходить. А в прошлом году я заезжал, мост этот прям плавал уже. В общем, ребят, такие дела. Ладно, что, посмотрим. Явно, понятно, грибы отошли после того, как вот жара вот эта началась. Было сухо и грибочки отошли. Но мне кажется, что еще будет выход. Сейчас неделька тепленькая. Скорее всего, выход еще будет. Сейчас что-нибудь посмотрим. Может, что и найдем. Есть какие-то, ребят, но они крупные переростки. Вот, смотрю, более-менее вроде как такой красноголовичек. Нормальный, крепкий. Чисто, ребята, абсолютно. Так, это мусор кармана. Так, красноголовика нашли. Вот еще бы беленького найти. Ну, туда пойду, ближе к реке, там на дороге могут стоять. Так, 1. Ну, надо еще 2, чтобы жирная такая жареха была. Опа. Ребята, все, я на месте. Ну, многие, наверное, узнали местечко. Да, много здесь рыбалок было. Кайфовое место, вообще мне очень нравится здесь находиться. Вообще по кайфу. Так, здесь 1-2, я 2 ночевки за осень стою. 2-3 налимов ловлю здесь.
Бывало, здесь прилетали у меня и двушки были когда-то. И курносу я здесь ловил. Ну так, в целом. Здесь такой, знаете, не количеством, ну хопа, носочек какой-нибудь такой залетит и приятно. Особенно когда осенью бывает, еще на обратном пути грибов наберешь, 2-3 налимчиков привезешь. Красота. Ну и кайфанешь здесь, потому что здесь очень здорово. Воды нету, ребят, от слова совсем. Обычно вот это тут все затоплено, вот это. Я сюда даже лодкой бывает захожу. Вон, смотрите, какие балконы, ребята. Ну ладно, я сегодня взял новые закидушки. Как раз мне вот с этих мест будет очень удобно ставить, потому что круто, подъем большой, трава донками, плоховато заморачиваться именно вот с той стороны, потому что не пляж как бы, а вот как раз доночку бахнуть самое то будет, точнее закидушечку. Погода шикарная, ребята, ветреная немножко, ну да ладно. Так, что, разгрузка, наверное, и надо дров привезти будет, так как здесь я уже местами то, что было, попалил. Такое, ну, ничего тут такого нету. Ну, понятно, есть свежие, сырые и какие-то старые гнилые совсем. Ну, не пойдет. Съездим туда в лес. Там суши много валяется. Качественные, хорошие дрова телегой притащим. Не на горбу же нести. Зато у нас и на костер, и на печку будет класс. Все. Разгрузка и чайку хочу хапануть. Поехали. Ваше здоровье.
Так, ребят, ну что, смотрю, дрова какие-нибудь никакие. Вот смотрю, там что-то валяется. Такое более-менее. Да, что-нибудь такое ровненькое найти. Чтоб и заезжать не надо было возле дорожки, тропинки вот этой. И чтоб ровненькая была. Вот. Тоже стоят. Сейчас что-нибудь найдем. Вон там валяются. Найдем что-нибудь, ребятки. Вон валяется. Можно забрать ее как раз, мне кажется. Нормально, друзья, подлетели. Пока я за дровами гонял. 4 красавчик. Перелет гусей уже пошел, оказывается. Все, дело к зиме. Красавцы. Часто по налиму, когда стою, часто их вижу. Они бывают садятся ночью. Оп! Ага, что за какая-то движуха такая непонятная. Красавцы. Фу, ребят, ну что, все, в принципе, самое основное, как говорится, сделал. Палатку там поставить недолго. Дровишки подвез. Там как раз повезло. Сначала думал эту заберу, потом думаю, нет, пройдусь, посмотрю еще. Раз, и смотрю, лежит свеженькая. Класс. В общем, недалеко прям от дороги, так скажем. Попилил, привез. Ну, так, по 1,5 метра сейчас. Тут уже пошинкую ее на костер и на палатку. Ночью будет холодно. Так что если что, в палатке будем балдеть. Заезжая сюда и смотрю, блин, думаю, что за фигня? Или показалось, что ли? С оттуда еще заметил. Смотрю, нет, сидят красавцы. 4 штучки. Ну, тут вот расстояние это небольшое, в принципе, если было бы ружье. Ну, понятно, нету лодки. Ну, можно было забрать даже их, мне кажется. Пару дуплетов и хорош, все бы и остались там на месте.
Ну это ладно, был у меня случай когда-то, я уже под утро лежу, уже снег первый помню. Тишина, такой рассвет, ну только-только рассветать начал. И слушаю, вот они горланят прям здесь. Я палатку открываю, они вот возле дона ходят. Охренеть, блин. Они меня не видят, главное. Это можно было руками ловить, короче. Ну это вот осенью, когда гусь сейчас на перелет пошел, они часто останавливаются именно на пляжах, отдыхают. Ну и здесь также, наверное, 4 штучки. Ну все, что. Сейчас посмотрю место. Здесь явно вот эти новые у меня пойдут. Я еще взял с собой также свои доночки. Там, если что, с песка можно будет поставить именно их. Время у нас 15:36. Ну, нормально. В 7 начинает темнеть. В общем, ребят, попробуем. Сильно не рассчитываю, конечно. Очень мелко. Здесь и так неглубокое место. Была ямка здесь, приямок такой, трешник. 3,5, около 4. Ну, сейчас, наверное, 3 метра. Вот в одном месте. Но здесь вот что интересно, здесь камень, песок, вот то, что любит налим. Возможно, вот на меляки он сейчас выходит, кормиться все-таки. Вот, посмотрим, в общем. Черви есть. Немного, конечно, но есть. Ну и также, если какой-нибудь ёрш попадется, на нарезку будем пробовать. Короче, сейчас пойду посмотрю обстановку. Что, как будем размещаться. Такие дела. Ну так-то, ребят, не особо, конечно. Не особо, конечно, здесь и подвигаешься, потому что вот сейчас трава вот здесь. Чисто вот здесь я могу, в принципе, попробовать свои доночки поставить. Раз, два, три, 4, да? 4 здесь доночки. И, наверное, там по траве. Дальше больше. Так и сделаем. Блин, вообще воды нету, ребят. Обычно ходишь, ну, где-то примерно здесь. Вот так. А здесь все, вон открылось. Думал, кочки посмотрю. Может, миногу какую-нибудь найти. Не, все кочки на суше. Тут даже вон кто-то рыл, походу. Вот эту можно, в принципе, посмотреть. Ну, вот ее копали. Вот. Ну, вот отсюда и пошел. Ну, вот видите, друзья, балкон высокий. И вот тут удильник будет как раз мне, что ни на есть, свет, так скажем. Вон обрыв падает, блин. Даже туда можно проползти. Ну вот, наш будет пятак. Что-то вот здесь. Туда уже не буду бегать. И пошел туда. Ну, в принципе, нормально. Метров 100 участок. Не совсем, конечно, удобный. Ну, а чего нет? Всегда здесь так было. Ну, конечно, в этот раз вообще труба. Так, ладно, будем разбираться тут все.
Перепуталась капитально. Вот все четко, блин, ну вот, может, подскажете, ребята, кто вот как-то перевозит, может, как-то резиночками цепляют. В общем, ребят, в арсенале у меня появились новые закидушки от Nautilus компании. Вот я показывал, что я приобрел. Это 1,80 м. Длина 150 грамм ТЭС. Но вот по сравнению с крокодилом, конечно, вершинки у них здесь прям оттас. То бишь вот как под фидер что-нибудь такого плана можно использовать. Оснастил, все сделал. В общем, катушки фидерные переехали у меня, ребята, сюда. Переехали у меня сюда фидерные катушки. Но фидер будут уже новенькие у меня стоять. Вот это все четко, блин, конечно, было, но вот то, что вот это все путается. Понятно, что это не критично, но неприятно. Так, ладно, будем разбираться. Вот, еще одна. Еще одна. Вот. Тут у меня один поводок, в общем. Ну и где-то шнур, где-то леска. Вот такие у меня маленькие. Ну, понятно, крокодильчики. Старые добрые крокодильчики. Тут, конечно, тест 250 грамм. Здесь вообще, конечно, серьезная вица. Все, ребят, разобрался, в общем. 3 таких и 3 таких крокодила. Крокодилы старые у меня. Вот. Я потом добавлялся там старые фидера, но не особо удобно, ребят, возить длинные. Вот, допустим, видите, здесь они собранные, и можно в какой-нибудь чехол положить. Кстати, продаются же вот эти чехлы большие, да? Конкретно может взять для них. А, допустим, уже фидер вот 3-метровый, мне надо его будет полностью складывать, и перевозить неудобно. Вот. Ну и кто-то топил тоже, вот, типа, вот донки, твои донки. Вот, пожалуйста, 6 донок, да, грубо говоря, ребята. Это 6 удильников, 6 больших катушек 5000-х. Вот такая хапка. Это все перевозка. Даже взял заводские рогатульки. Ну, думаю, что, не на горбу. Ну, или, допустим, 10 донок, ребята. Вот. В таком пакетике. Да, с ними удобно. Весной, когда грязь. Потому что толстая леска там. Туда-сюда. А вот осенью, да, вот можно заниматься, течение не такое большое, и классно они вот подходят. И вот в какие-нибудь дебри залезть, где не особо много донок поставить. Ну, допустим, вот на той стороне, да, ну кидай сколько, 20-30 штук кидай. Здесь вот такие прогалы, и не особо удобно, и вот такие вещи выручают. Начнем? Я думаю, начнем. Так, теперь не только колокольчики нужны, но и бубенчики еще. А так все стандартная донка, ребят. Такая же доночка. Просто облегченный вариант, так скажем. Не надо разматывать. Все это катушкой. Понятно, это удобнее намного. Но при перевозке, допустим, куда-то заезжать, вести надо целую охапку снастей. Не очень удобно. Так, начнем, наверное, с них. Нет, давайте начнем с этих, наверное. В конец как раз уйдем, там поглядим. Первую здесь начнем. Опа. Вот здесь. Так. Поехали. Рановато, конечно, еще, но я люблю пораньше обозначиться, чтобы здесь все уже было у нас готово, а уже потом будем заряжать. Так, раз, сколько метров? Метров 20. 2, 3, 4. Готово. Обязательно перематываю, чтобы как с катушки вот именно сейчас был выход.
Ну, это вот изначально, когда только разматываем, ребята. А потом все по накатанной. Здесь у меня основная 0,8, поводки 35, груза, ложка, самоплавка 175 грамм, что ли. Взвешивал как-то. Крючки с длинным цевьем. Без разницы, в принципе, какие. Я вот такие люблю. С засечками, чтоб можно было побольше червей насадить. Пока по 2. Пока по 2, ребята. Сейчас, в принципе, окунек может бахнуть. В принципе, и лещ может еще, мне кажется, ночью даже выйти. Почему бы нет? Мелочь еще активная, мне кажется. Так, ну все, полетели. Раз. Опа. Отлично. Мелко там, да. Прямо где-то вот там. Плюс-минус. Но ничего, на меляк тоже нужно ставить. Донки звенят, ребята. Ставлю. Донки звенят все прям. Хорошо звенят. Мелочь какая-то. Вот это что-то прям так тряхануло неплохо. Я уже здесь выставил 4 штучки и уже пошел на крокодильчики. Что-то одна там подзенькивает прям. Окушки, наверное, скорее всего. Что еще может быть с вечера-то? Вот это, ребята. Что-то клюет, как будто. Ну да. Кто-то дергает, как будто. Ага. Окуньки, наверное, ребят. Охренеть. Аж дуплетом, ребята. Аж дуплетом. Ну вот нормально вот этот, хороший. Тот-то, понятно, мелкий. Того отпустим. Он заглотил, зараза. Ну, сейчас окунь-то активный. Его сейчас на спиннинг, на джиг надо рыбачить. На ультралай какой-нибудь. Заглотил, зараза. Хорошо. Так, ладно, брат, ты там пока потерпи. Вот такой граб 90, ребят. Ну тоже рыба, чё нет-то. Блин, только туда че доставляю. Опять что тут звенит. Кушки, понятное дело. Но мне он не интересен. Все-таки налим, ребята.
Я приезжаю за налимом. То, что окунь этот. Такое себе, конечно. Ну, нормально я поставил. Красота. Должен тут проползти-то какой-нибудь змееныш. Это звенит. Засранцы, блин. Были бы тут окуни. Кушки, блин. Ну, они сейчас буквально до сумерек, ребят, потом они перестают клевать. Иди, засранец. Червей только меня кушаешь. Ну и все, отлично. Так, друзья, ну что, все готово. С края обрыва у меня там доночки, 4 штучки. И здесь вот пошли крокодильчики. А наутилусы вот, ребят, новенькие я вон туда по зеленке поставил. Кстати, блин, круто летят, вообще дальнобойкие. То, что вот они мягенькие, они отрабатывают, и прям 100-граммовая грузева летит как нужно. Красота. Посмотрим. Звенит, правда, все. Окуня звенят. Солнышко садится. Так, друзья, ну что, все готово, в принципе. Донки звенят. Окушки клюют, походу. Ну да ладно, не суть. Главное, уже забросились, а потом уже там дело за нами, как говорится. Так, что сейчас? Палатку ставлю. Дровами занимаюсь. Как раз есть на это полчасика. И уже вон солнце зашло, и все, сразу холодать, ребята. 10 градусов было. Соответственно, сейчас на понижение. Сегодня тоже ночь холодная. Будет заморозок. Первый выход, кстати, с печкой, ребят. Еще не брал с собой. Вот. Печурка, конечно, это своя атмосфера. Я еще, кстати, не ставил печку в эту палатку. Сегодня у меня берег МФП-2. Новенькая, одна из моих новинок. Ну, я, в принципе, все поменял. Вы сами все знаете, кто на канале, что я поменял все палатки, все печки. Полностью обновился. Теперь у меня есть конкретно зимняя палатка. Конкретно есть большая палатка для серьезных выездов. И вот не хватало как раз вот такой небольшой, с печкой в 1 на 2 человека. Вот она у меня есть. С тамбуром небольшим. Ну, я уже показывал ее. Так что нормально. Раскладушку не брал, так. Коврик постелим и нормально. Пока земля не такая холодная еще. Ну вот, ну опять же. В 7 часов уже, ребят, темно. К 8 уже будет полная темень. Периодически будем выходить, проверяться. Приготовим вкуснейший ужин. Грибочки похаваем. Костерок пожгем. Ну, нормально. И, кстати, в резине уже холодно. Ноги отсырели, пока носился, бегал. И сейчас начали ноги подзамерзать. Это самое плохое. Нужно вот уже эвики одевать. Уже эвики. У них хоть ноги и сырые, но у них не мерзнут они. А тут, сами понимаете, ребят, здоровье прежде всего. Уже я понял, что такое спина. И, как говорится,
Ноги в тепле, голова в холоде. Суворов когда-то кричал за эту тему. Правильно кричал. Будут ноги в тепле, и все будет хорошо. Все, погнали. Чаечек просто прелесть. Класс.
Раз, два, ребята, и темно уже. Офигеть. 17:51. Вот, уже все. Через полчаса, ребят, свет выключат вообще. Ну, я, главное, успел все. Поставил юрту свою. Это интересная такая палатка. Она такая, знаете, ребят, как не зонт. Такая высокая. И с тамбуром. Ну, тамбур пока растянул. И тут проход у меня. Дровишек подколол немножко так на костер. И потом периодически буду подкалывать. Что-то занесу потом. Вот. Внутри пока просто покидал, ребят. Ну, у меня здесь небольшой косяк. Я же еще никогда не ставил печку здесь. Это Пашихонка 25. И видите, ребят, какое расположение печки. Летние полы расстегнул и вот так в ту сторону скатал их. Тут буду просто спать. Вот. Здесь, ребят, выход под печку не сбоку, как у меня было, а под самым верхом. Соответственно, надо аккуратно с фонарем быть, потому что поплавиться может быть. Куда-то его на крючочек вешать надо. И здесь, ребят, расположение трубы должно быть спереди. Знаете, да, есть сзади, есть спереди. Какой смысл спереди? Экономит место. И, соответственно, печка бы ушла у меня бы вот туда, в упор. Оп, и труба бы стояла здесь, если бы расположение спереди было. А жопа печки была бы здесь. И все бы было четко. Сейчас она ни туда, ни сюда. Будем думать. У меня правда есть береговская печка. Но там 35 литров. Куда здесь такую машину? И выход, колени должны быть прямые. Здесь у меня 3 по 50 прямых и 2 изогнутых. Это вот именно под кубы. Ничего не оставалось, как, ребята, сделать вот так выход. Сюда уйти. Ну и думаю, добавлю. Потому что искры, если что, будут как раз сюда падать. Здесь хотя бы выше порядком. Ну, не знаю. Будем смотреть, конечно. Сюда надо на такую палатку 15 литров. Вполне за глаза. Выход трубы спереди. Она в упор встает к стеночке. И все. Раскладушка здесь. Раскладушка здесь. Вдвоем живешь. Ну да ладно. Мне тут что одному перекантоваться. Место море. Так что сюда все вещи. А там буду балдеть. Такие дела. Ну, короче, я понял. Надо, конечно, это было дома смотреть. Но я думаю, что нет-то. Думаю, все равно как-то так поставим. Ну, как ты и поставил. Только вот, к сожалению, эта печка не подходит сюда. На другую. В общем, ребят, темнеет. Пойдемте передернем, пока еще без фонарика. Снимем, наверное, каких-то окуней. И все, уже будем погружаться в темноту. Мотор идет какой-то. Каракат там ходил. Гуси летают. Охотятся мужики. Окунье. Окуньки. Окушарики. Блин, да, ребят. Темнеет-то, блин. Уже. Ну что сейчас скажем днем? Все темнее, темнее. Странное, конечно, явление, да, вот налим, ребята. Я вот весной рыбачу налим. Там, получается, день удлиняется после зимы. Темнеет позже, расцветает раньше. И осенью, блин. Расцветает позже, темнеет раньше. Вот в этот режим он клюет, блин. Как-то ну так. Ладно, быстро сейчас пробегусь. Все равно еще рано, хотя налим, в принципе, может быть уже и сейчас клюнуть. Вот надо
ходить, нянчиться, работать. Как-то так, да. Немножко бы была бы, уже бы все поинтереснее. Если зазвенело, все, это твое. Ну, надо копать. Надо заезжать, копать. И желательно не на один день, чтобы этим заниматься. Потому что все равно... Ну, с утра же ты не поедешь тоже. Делать. В лесу тут сидеть. Так только если в лагерь заниматься. Так, поехали. Окуньки. Давай налимчика нам уже. Есть. Это прям донка звенела, когда я там на берегу лазил, занимался чем-то. Она прям подзвинкивала. Так, первый есть, второй есть. По 2 штуки. Ну, это такой более-менее, но тоже. Куда его такого? Давай. Того надо было тоже, мне кажется, отпустить. Ну так, мало ли. Крупненький какой-нибудь попадется еще. Аж по 2 штуки, блин, вешаются. Надо ехать вон, жиговать. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Уже не вижу, ребята. Уже плохо видно. Соответственно, уже надо фонарик одевать. На закидушках тоже, ребята. Окуни. Мелкие окуни. Глотают еще, конечно, они. Со здрасте. Окуней море. Все, ребята. Теперь можно успокоиться. Скажем, ну как успокоиться? Сейчас относительно перезаброс сразу в следующий максимально быстро. Ну, к 9, чтобы у нас все уже четко стояло. Я думаю, сейчас окунь успокоится немножко. Вот качественные дрова, ребята, обожаю. Смолячок. Единственный момент, в печке он стреляет, дай бог. А печка-то, сами понимаете, тонкая, ну, сталь-то тонкая, и пух, такие щелчки ночью подкладываешь, когда спишь уже. Она бывает как даст в боковину, блин, аж звон стоит. А вот в костре приятно играет, конечно.
Вот. На ночь хватит мне вполне. Да я все равно до часов 2, наверное, может, пободаюсь. Сколько вывезу. И потом в палатку пойду. А затоплю-то я ее и пораньше все равно, чтобы тепло было, подсыхало. Кстати, относительно, когда стоим с палаткой возле с костром рядышком, ребят, сразу смотрите отношение ветра. Чтобы не было такого, что костровище, дым вот этот весь на палатку пойдет. Ну, сами понимаете, прожгет просто. Так вроде, в принципе, все правильно поставил. Ну как правильно? Здесь костровище, там всегда палатку ставил. Донки подзинкивают. Короче, рано еще пока. Можно что-нибудь перекусить даже. У меня там сало есть, колбаска. Ну, на ужин грибы. Какой-то наутилус, ребята, гремит. Блин, там звенит. Все звенит. Окуняйте. О, вот это что ли дергает. Ага. Она, ребятки. Окуня еще, походу, не отошли. Засранцы. Там тоже звенит. Тут что-то дергает. Вершинка, конечно, классная. Срабатывает. Ребята, первый налим. Никодим. Вот это Никодим. Давай, разматывай его. Вот это, ребята, Никодим. Засранец какой. Тихо, бандит. Тихо. Ну ты даешь. Давай. Так, разведчики поперли. Нормально. Все. Перезаряжаю. Основательно.
рыбак-то, а? Понял? Рыбка что ли какая-то? Ага. Сюда ходи. Первый, ребята, жареный. Что-то тут звенело, я слышал. Блин, там трава, блин, хреново. Первый жаренок, жаренок, жаренок. Опа. Вот такой, ребят. Ну тут что-то звенело так. Тын-тын, они далеко. У меня заброшены. Ну что, забираем. Худой, конечно, зараза. Ладно, первый. Еще что ли один, не понял. Подряд там второй что ли? Второй. Сюда ходи. Нормально. Подряд. Такой же, ребят. Глистяра, блин. Ну, конечно, они не так звенят, как донки, блин. Ну, тут были какие-то звоночки-то. Я думал, может, какая-то мелочь. Опа. Ну-то малыш вообще. Вроде сбоку сидит. Отпустим, наверное. Да, большой такой налимчик, ребят. Две закидушки рядом и на двух попались. Не, смотрю, жабры, ребят, пробиты. Кровь пошла. Забрал, короче. Хватают они жадно, конечно, грызут. Что вот. Иной раз вот, ну, не нужен он мне такой. А, блин, приходится забирать. А то, что бывает, когда садок у меня есть, специально кидаю в садок, думаю, утром посмотрю. Да, плавают кверху пузом. То бишь, убиваешь все равно, блин. Возвращаюсь, ребята. Какая-то доночка подзякивает. Налимчики, что ли, повыходили. Потому что окунь-то, смотрю, вроде успокоился. Какая-то звякнула 3 раза. Вот она, ребята, качает. Ну, скорее всего, налимчик небольшой. Но не большенький, походу. Хо-хо-хо. Вообще засранец, блин. Засранцы. Что вы тут такие-то? Какие-то малыши-то все. У тебя-то, наверное, мы как-то сможем отпустить. Или заел уже тоже. Блин. Ну, конечно, хватает они. О, крючок сломал. Ё-моё. Ладно, давай.
будешь ты именным каким-то, я не знаю. Если ты выживешь, конечно. Фига себе, крючок сломался. Поводок надо будет сделать. Поменять следующую проверку. Ну, вот видите, ребят, вроде с поклевкой я его забрал. Не дал я ему там жестко там глотать, а все равно не успел. Блин, до наутилуса еще не дошел. Звенит, блин. Вот он. Как кончик-то хорошо отрабатывает, ребят. Далее наутилус работает. Не успел дойти, он зазвенел. Я там все тудонка, то это. Ну все, уже вроде подсел. Ага. Самое интересное, что такой же, ребят. Вы что, угораете, что ли, сами? Стандарт, блин, клюют. Тихо. Тихо, братик. У тебя здесь все хорошо. У тебя здесь все нюансы на свободу. Так. Вот тебе еще червя дам. С обрыва придется кидать, ребят. Ничего не поделать. Давай, зверюги. Детский сад. Ромашка, блин. Блин, ништяк удильники, ребята. Вообще кайф. Легкие, звонкие и крепкие, блин. Тут нормал все. Ну все, окунь успокоился. Слава богу. Теперь уже только налимчики. Но нам там нужен килограмм плюс. Большого-то нам и не нужно. Блин, вообще летят хорошо. Так, ребят, ну что, весело в этом детском садике. 5 подряд, что ли, там получилось. Вот они вышли. А крупного нет. Мелкий есть, наверное, крупного нет. Что у нас? Ну, сейчас в течение получается получаса. Время 19:51. Короче, в 7 часов вышли. Ну, уже изморозь. Надо, короче, ребят, топить. Топить баню надо. Ну его нафиг. Только к костру подошел. Опять наутилус какой-то лупит. Непонятный. Кто-то здесь клюет. И кто? Не видать. Я постоим, посмотрим. Где качели-то?
ништяк всё. А, вон она. Ё-моё, блин. Задергалась, блин. Вон она та, ребята. А то еще не клювала. На эту, значит, на крайнюю. Вот я подходил тоже, стоит, молчит. Сейчас что-то зашевелился. Там, кстати, какая-то кочка интересная. Ладно, смотрим, что. На катушках изморозь уже. Че, очередной шнурочек. Угу. Палка, конечно, огонь отрабатывает. Ух ты, что себе. Я думаю, что-то такое-то. Лещи, ребята. Я думаю, что такое, блин. А это вот кто у нас. И не качает нифига. Я и думаю, не то что-то пальто. Такое пойдет. Блин, ну тут, конечно, если покрупнее будет, то я его хрен достану. Такой грамм 600-700. Заберем что? Нормальный, едовой. Лещ, значит, лещ. Тоже гуляет. Блин, тут-то странно. Ладно, на обрывах там. А тут, блин, глубины-то нету. Глубины нету. Ну, звенел нормально он. И потом хопа затих. Стоял. Думаю, надо перепроверить. Так, ну, пойдет. Короче, с вечера окуни. Налимчики вышли, сейчас подлещик. Пойдет. Ладно, поехали дальше.
Так, ребятки, ну что, 5 капель для настроения, как говорится. Для настроения. Есть у меня такая нарезочка. Сырочек. Там, не знаю, ну, то ли типа вареное сало, то ли что. Вот. Давайте, друзья. За время провождения, как говорится. А время провождения классное. Самое любимое мое. Именно вот в такую движуху. Вот ничто меня не радует, именно вот как рыбалка по налиму. Да, вот был сейчас в гостях. А рыбка клюет, конечно, да. Серега, будешь смотреть, тебе привет огромный. Рыбейки много. По-своему, там своя рыбалка, конечно. Ну, именно вот душевная какая-то атмосфера. Именно так, ребят. Костерок, вот, печурочка. Осень, именно осень. Вот мне нравится, конечно. Весна тоже интересна, по-своему. Там в большей степени отдыхаешь уже от зимы. Как бы в большей степени охота уже на улице находиться, знаете. А здесь уже все, здесь уже охота залезть в палатку, погреться. Ну давайте. Будем. Мягонькой. Это не коньяк, ребята, это типа как на стойке. 30 градусов. Так что-то даже не хотелось. Ну ладно. За Никодимчика надо бахнуть. Ладно, чай пью и на проверку. Блин, там дубень, конечно. Ноги надо греть. О, огонь. Да потом ужинать на грибочке. Наверное, прям на печке и пожарю. Что заморачиваться. Плитка, не плитка. Печка это все-таки печка. Так, ну что, подперли. На улице 1,5 градуса, 1,6 уже, ребята. Надо червей. Нет. Ух ты, блин, нифига. Только сказал, видите, ребят, уже изморозь. Надо червяков не заморозить. Самое главное. В тамбур буду заносить. Там все равно теплее будет. Бывали такие моменты у меня. Где-то прозеваешь, особенно вот по налиму. Ну да, он. Фига. Все, ребят, колом уже стало. И все, червям хана. А потом ты их разогреешь, и все, они уже киш-миш. Ладно, что, погнали. Перекинем. Да, вон, все. Пляж замерз нафиг. Как асфальт.
Ребят, даже не пожевано, чтобы вы понимали. Я там думал, может, какой-то ёрш. На одном только было пожевано. Ну как пожевано? Сбито. Видать, или подлещик клювал, или налимчик. А все остальное живое. Все четко. Ну вот, водичка уже остыла. В целом как бы нормально. Но самое то, что неприятное, это получается выход был вечерний, а вот будет ли еще, непонятно. Мороз, клипсы даже замерзают, шнур замерзает. Полторашка, двушка, наверное, где-то уже. А у нас печка. И это хорошо. Блин, круто. Ну, сейчас, в принципе, в палатке можно сидеть спокойно, не бегать. Если будет дзын, смело можно выходить и искать, смотреть. Блин. Где крупный налим-то, ё-моё. Вот уже как четвертый год, ребят, вот такая хрень. Ничего интересного. Школота погуляла и все. Заперся в палатку, ребята. Достал посуду. Так и вожу. Вот баул у меня там, котелки, приправа, соль, шмоль. Вот, нужна одна сковородка, я вот что-то вожу. Ну, зато по кайфу. Че, ребят, приготовим красавчиков. 3 штучки таких я забрал. Блин, жалко, там боровики были по дороге. Я проехал, думал, здесь найду в углу. Нифига. Без картошки, чисто грибы. Чисто грибочки. Ну, обязательно лук, конечно, без лука это не то. Еще бы чесночок бы был. Вообще бы шикарно. У меня, возможно, есть сухой. Потом посмотрю. Кстати, по разделке лука, ребята. Небольшой лайфхак. Не только мужчины, но и дамы. Смотрите внимательно. А то я смотрю, многие елозят там. Как разделать быстро лук, ребята. Смотрите. Отрезаем попки и делим, в общем, пополам. Все, здесь мы, естественно, у нас хороший доступ. Снять можно, в принципе, только вот эту шкурочку. Если лук, допустим, плохой, то можно снять его, допустим, и, допустим, вот такой слой, да. Ладно, это уже на примере я просто показываю. Все, это делается 3 секунды. Не обращайте внимания, конечно, руки немножко грязные, ребят, но я водой помыл. Ну, в тайге каждая соринка это витаминка, так что здесь как-то так. Ну, в общем, чистится, ребята, лучок вот очень быстро. Так, по нарезочке. Вот у нас есть 2 половинки, которые почистились быстро. Не вот это там не шкурить, не шкаблить. По нарезочке, ребят, покажу тоже пару способов. Вот многие тоже начинают нарезать, и он потом начинает рассоединяться. Там его там... Смотрите, ребята, делаем надрезы. Вот видите, я делаю продольные надрезы, но не до конца. Сантиметр оставляю. В общем, как будто бы я его надрезал, видите, но у меня луковица, ребят, не разваливается. Если нам надо поменьше, то мы делаем еще продольный надрез. Если луковица большая, можно и 2. А если средняя, то, в принципе, вот эти надрезы достаточно. Все, и спокойненько, ребят, нарезаем. А вот эту пяточку, которую не дорезали, вот потом просто дорубаем. Все то же самое с этой же луковицей. Половинкой, точнее. Делаем надрезы. Мне надо, в принципе, ну, покрупнее. Я продольный не делаю, а уже просто нарезаю. А эту пяточку уже просто дорубаем. Все, ребят.
Я люблю, конечно, заморачиваться. У нас дома есть шеф, нож с пяткой. Вот я пяточкой, конечно, люблю рубать. Так, ладно. Это в сковородку. Лука будет много. Зато вкусно. Все. Ну и наши грибочки, ребята. Я, когда, ребят, домой заготавливаю грибы, мы дома их отвариваем. Отвариваю полчаса, сливаю воду, промываем и уже такие дела замораживаем. Но многие вот гурманы говорят, что ты именно как раз весь вот этот вкус ты вымываешь. Соответственно, запах гриба теряется. Возможно. У красноголовика желательно убрать вот эту черную хрень. Вот. Ну, ребят, мы в лесу. Так что давайте на вот эти правила немножко будем забивать. Ноженька, чистенькая. Кстати, грибы тоже, ребята, резать мелко не нужно. Потому что гриб уварится, ужарится и от него ничего не останется. Соответственно, когда я заготавливаю, я уже не мельчу вот так именно, а режу, ну, допустим, пополам и уже вот так, такие. Ну, здесь я хочу поджарить для себя, покушать. Так что здесь хочу поменьше. Чтобы быстрее приготовили жареный гриб, потому что он не отварной же будет. Сейчас посмотрим, сколько нам нужно. Так, шляпка. Шляпка чистая, ребята. Чистенькая, чистенькая, огонь. Тоже вот так. Вообще, конечно, это делается не на доске, а просто в руках. Что это? Это просто. Алена Сергеевна, конечно, мама у меня, она тщательно очень перебирает и каждую там дырочку она вырежет. Ну вот как-то так, ребят. Не знаю, эти, конечно, такие страшненькие. Я их даже не проверял, просто сорвал. Нога вон твердая уже. Беленьких тут не хватает, конечно. Ну ладно. Тот вот этот хорошенький. Да, он уже аж подсыхать начал. Ладно. Пойдет в нашу... Чистый? Чистый. Я, в принципе, вот так потом просто нарезаю, ребята, и все вот так. Намного быстрее и без всяких вот этих выё. На обильном масле пожарим. И будет ништяк. Но сливочек, конечно, бы было вкуснее. Вот так вот. Чтобы был. Ну, этот нам уже, наверное, не нужен, ребят. Слишком он уже большеватый. Все. Понеслась, как говорится. Открываем поширше. Ножи обязательно вытираем. Это масло было побольше масла. Подсолим. И все будет ништячок. Так, друзья, ну что, ну вот, в принципе, еще, наверное, 5 минут и хватит. Видите, вот как нарезал, вот как они ужарились. Соответственно, была такая горочка, стала вот
Вот столько. Пять минут, ребята, и все снимаю. Отлично. Так, ребят, ну что, приятного аппетита, как говорится. Вон грибочки как ужарились. Немножко подстыли. С лучком. Ну, классика, чё. Вообще огонь. Готовил, жарко даже стало. Ну, дверь открыта. Так, мы не закрываю. Во-первых, с реки слышно лучше. Ну, если звоночек какой-нибудь. Да и так тоже. Печка, когда сейчас жарил, печка работала. Жарко. О, ништяк. Жареный красноголовец, друзья. С лучком. Чеснока я так и не нашел. Вот этот хруст. Лучок сладенький, грибочек. Класс. Давайте. Еще по одной. Время у нас 11. Схожу сейчас на проверку. Перезакинусь. Ну и что, будем сидеть, ждать. Лежать, кайфовать. Чаек попивать. Может что-нибудь почитать. Здесь связь есть. Здесь. Ну, я здесь, получается, это не моя деревня, здесь рядом другое. Даже не деревня, а село получается. Вот от него связь идет. По реке, ребят, чтобы вы понимали, 20 километров, плюс-минус 20-30 километров какой-то населенный пункт есть. Соответственно, как бы по реке дорога целая. Если даже куда-то мотать, то какой-то населенный пункт. Ну, конечно, где-то они уже и плохие, где-то уже и заброшены практически. Вот. Ну, какого-нибудь человека встретить можно. Вот. Ну, как минимум есть связь. Туда уйдешь, туда уйдешь. Я когда в прошлом году поднимался, специально решил подняться, посмотреть по реке. Ну, вода большая была. Вот 100 километров я практически ходил. Ну вот сколько я там прошел населенных пунктов. Нормально. Ну, умотал уже в другой район. И вот желание у меня сейчас еще есть прокатиться в другую сторону. Тоже примерно 100 километров. Но это не летом. Сейчас ты не пройдешь. Вот. Ну, такие, короче. Чисто так по своей реке пройтись, грубо говоря. Не полностью, конечно. 480 длина данной речки. От истока до устья. Вот. Берет из болота большого. И вот. Притоков, конечно, много. Ладно, братцы, давайте. Сегодня они определенно вкуснее. Да в лесу все вкусно, ребята. На рыбалке, сами знаете. Еще вот так. Мазуху вот эту. Главное, масло не жалей. А если еще есть сливыч, ребята. Вообще. И чеснок. Даже сухой. Все. Картошка — это картошка жареная с грибами. Ну, чисто грибы тоже. Так, друзья, ну что, покушал. Где-то какой-то звон был на
именно колокольчик. На улице еще походу похолодало. Или так кажется, из палатки вылез. Пляж он дубовый весь. Ну ничего не трясется. Ну, перезаброшу, что. Быть, все равно обновиться надо. Может где-то что-то. А так да. У костра, блин. Не в этой одежде надо, конечно, сидеть. Бушлат уже нужен. Ладно, что, ребят, погнали. Какой-то звонок был, дзын. Может, мусор какой-то. Или что-то еще. Вот, походу, ребята, здесь извинял. Как будто есть. Ну, походу, там вообще малыш. Ух ты, блин, я понял тебя. Я понял тебя. Блин, хороший. Я тоже килограмм. Зараза такой, лещ. Это уже килошка, ребят. Может даже побольше. Вот они, блин. Так. Клюк. Ну, я слышал, говорю. Был звон, когда кушал. Такой килошник. Приятный. Ладно, оторбаню его в пакет. Интересно, конечно. Там как будто тоже что-то звякает. Нормально. Первый ёрш, ребята. Ну, нарезку не буду делать, так как вон лещи попадаются. Вот, кстати, тоже вот многие пишут: Андрюха, понятно, что этот лещ не уперся. Вообще, летом на фидер мы его и половили. В этом году, конечно, не особо мощно, но вот те года было вообще великолепно. Хотя в этом сезоне тоже на 2 взяли. Ну, пока не могу рекорд я побить. Ну, видите, бывает по налиму тихо, а можно поймать вот того же леща. Осенью они сейчас бывают очень крупные, залетают. Но на фидер уже рыбалки нету. Здесь уже все мерзнет. Шнур, прикормка. Здесь уже ты не посидишь, если только днем. Ночью вряд ли. Ну вот лещи еще бывает нет, радуют. Как бы хоть какая-то рыбалка получается. Ладно, прям дальше. Ух, ребят, хорошо. Палатки, конечно, прям с печкой это своя тема. В палатке хорошо, я люблю спать в палатке, в маленькой. Ну, когда еще с печкой, когда на улице вот такой морозик. Красота. А еще люблю, когда в палатке, когда не погода, сильный ветер или дождь, гроза какая-нибудь, тоже прикольно. Так, ну чё, лещок попался. Правда, кумарить начинает возле печки. Это да, пригреваешься и, соответственно, охота спать. Время у нас уже, о, ребята, ровно полночь. Ну, до часу, до 2, я думаю, выдержу. А там уже что,
как говорится. Нет. Да. Ну, черви все на месте. То бишь смысла ходить каждые полчаса проверять, как, допустим, изначально вот были выезды. Ну, мелочь была еще активна очень. Сейчас вот окунь похулиганил и все. Черви все в принципе нормально. Еж попался один, вот и все. Так все нормально, все живое. Так что если что, какой-то звоночек, какое-нибудь шевеление, то будем выходить. А так, мне кажется, каждые полчаса смысла нет уходить. Ну, через час ходим. В общем, вот так, балдею, ребят. Полежу немножко. Полежу, подумаю. Кайфово. Тепло. Лишь бы не уснуть. Так, друзья, ну что, время 1:28. Последний у меня перезаброс. Тишина. Налим таки больше не вышел. Но бывает, что к утру еще выходит. Ладно, пойдем мы, наверное, поваляемся, ребят. Точнее, поспим. Расстелю спальник и разденусь и, наверное, кимарнем, потому что время 2 часа. Я уже как 12 часов, грубо говоря, на движухе. Надо немножко поспать, чтобы завтра быть, точнее сегодня уже быть в норме. Все. Буду раздеваться.
Ребята, доброе утро. Время 7 утра. Проснулся. Ну, вот что у нас. Последнюю проверку я с 1:30, наверное, завершил. Что-то маялся, ну часа в 3, наверное, я уснул. И то ворочался, то с одной стороны шишка, то с другой стороны шишка. Много шишек, я вроде убирался, но, короче, все равно где-то она колет. Достанешь там одну, вторую, третью. Нормально. Земля теплая еще, можно спать. Обкатал палатку, ребят, что? Это, грубо говоря, первая ночевка. Вот. Все мне нравится, все отлично. Вот единственный момент только вот надо решать с печкой. Вот, прям не знаю. Всю ночь, ребята, гуси гукали. Ну так, я ворочкался, все равно понятно, крепкий сон, не крепкий сон. Где-то печку подложить. Дров, кстати, за глаза. Вон еще сколько дров осталось. Распалил костер. Ну сейчас, потому что какой-то мусор, не мусор буду сжигать. Там мусор догорает. Говорю, вчера собрал здесь. И тут начал искать кофе в сумке. Снизу какой-то контейнер, не понял. Приятный бонус от Алены Сергеевны. Пельмени вареные, ребят, закинула. Сумку не я собирал, я в деревню приехал. Мам, говорю, поставь контейнер. Ой, завари, говорю, термос. Я собираться буду потихоньку. Кушать, говорю, ничего не ложи. Вот она мне там сало сделала с сыром. Видать, еще положила. Вот такие они есть, женщины. Особенно мама у меня, ну, лишь бы накормить. Что, приходится есть, ребята. Там еще пару ложек грибов осталось. Прям с грибами. Ну, наверное, не даем. Шикарное утро, ребята. Тихо. Ночью морозяка, конечно, давил ужас. Я уже замерз, блин. В 2 часа я когда тут выходил. Вообще крепко было. Крепко прям. Так что все, ребят. Юшку уже открыл. Печка сейчас пускай прогорает, догорает, остывает. Потихоньку будем марафет наводить. Да, конечно, вот можно было, да, еще остаться, ребят. Но это нужно на лодке, это сейчас целый день чем-то нужно заниматься. Сходить за грибами там или за ягодами. Или поспиннинговать там, или что-нибудь еще. То да. Можно было. Тем более такие денечки стоят. Крайние прям. Прям охота их прожигать прямо здесь. Ну, очень круто, конечно. Ну и одному скучновато тоже, конечно. Все-таки с напарником повеселее. Пообщаться нам, что-то такое. Кайф. Кайф, ребят. Шикарная ночевочка, понравилась мне. Как-то пельмени надо есть, блин. А с утра они не лезут вообще. Так, друзья, ну что, все, покидал сумочки, там, ну чисто там уже запаковаться. Ну сейчас печка прогорит полностью, горячая еще. Пока снимем доночки. Кстати, вчера у меня одну донку я порвал. Не знаю, как это вышло. Достаю просто леска, короче. Закидывал, все нормально. Вот минус одна донка у меня. Так, ну и что, в принципе. Донки, закидушки. В принципе, что на доночку леща поймал, что на закидушку.
Ну, работают снасти. Ладно, собираю, ребят. Солнышко встало. Погода вообще класс. Пять часов без проверки. Ну не знаю, ничего не дергается. Вот. Обычно там сядет какой-нибудь налимчик. Начинает там подзинькивать. А тут все прям все колом. Ну лещи, конечно, вчера меня удивили. Вообще дзыкнет и молчит. Ну, крючки пустые. Все понятно. С утра уже вышел тот же окунь, мелочь. Ну ночью, да, ночью хорошо. Можно рыбачить на червя. Вода все-таки уже остыла до нужной температуры, и ночью мелочь не ходит. Окуня только, конечно, с вечера шороху давали. Все. Да, за 5 часов-то травы нафигачило, ребята. Всякое разное. Ёршик сидит. Никто его не ужалил. Ни щучка, ни налим. А сидит по-любому с ночи. Сопливый. Там выдра плавает. Пойдешь как раз она к ней, потому что травмированный будешь. Сейчас она тебя съест. Сопливый, а? Даже в такой холодной воде. Сопли у него выделение, конечно. Страшно. Что-то бедолага вся у берега. Налимчик, что ли, какой-то приземлился. Но вроде нет никого. А стащила что-то ее. А нет, сидит, ребят. Опа, сюда ходи. Еще один. Грамм 500. Хрюкает. Блин, третий. Килограмм, грамм 700, этот грамм 500. Блин, хорошо, он в губу сел. Крючки еще новые поставил. Не экономлю на крючках, ребята. Чтобы вот так доставать спокойно леща с ночи. Прикольно, блин. По поводу заброса, ребят. Т-150. Вот соточка, да, вот, смотрите. Даже вот так не напрягаясь, вот. О, ребят, дали. Чуть на ту сторону не забабахал. Блин, с крокодилом так не прокатит. Вот именно кончик делает. Я вчера уже говорю, ну, привык к крокодилам. Бац, что-то тогда полетела она. Сам потом понимаешь, что, блин, нифига она полетела. Ночью-то не видишь, не контролируешь примерно, куда кидаешь. Так что, конечно, меня порадовали. Ну и вот лещик еще попался. Ну, как ни крути, тоже рыбейка, что. На фидер сейчас уже не посидишь. Мороз. Ну, все отлично. Крючочки новые всегда приветствовались. Только еще какие-то надо, какую-то надо сумку или чехол под палки.
Так, ребят, ну что, я собираюсь, в принципе. Все, собрал палатку, печку. Все, в принципе, порядок. Остались дрова здесь, скорее всего. Возможно, я еще приеду сюда, ребят. Что тут, в принципе, дорога классная. Так, конечно, неинтересно в плане ребейки. Сами видели, налим выходил ровно там буквально на час. Но он клювал, он показывал себя. И потом просто как резко начался, так резко и закончился. Ну и в принципе, я-то сам понимаю, что он здесь еще ходил. Он же здесь ходит. Ну, 5 штук попались там. Ну, есть тут мелкий налим, да и крупный здесь бывает, нет, проходит. Просто видите, хопа, резко и отрезал. Ну, подлещики порадовали. С вечера окуни. А так шикарно все. Ребейка шевелится, ребят. Ну, вот там один хороший, вот этот, наверное, на районе килограмма, ребята. Этот грамм 700. Вот такие. Потом грамм 500, вот утрешний. 2 налимчиков я забрал. Такие жаренки сегодня пожарю. Леща, наверное, закоптим. Вот. Ну и окушки там, в принципе. В общем, как-то так. 5 налимчиков получается, или 6 там с мелким. Вот было сегодня. Ну вот такой налим, ребята, нынче. Ничего не поделать. Так что такие дела. Все. Я заматываюсь и вперед. Сейчас, возможно, рябчиков подымем. Через борт будем идти. Утро тихо, ранее. Короче, считаю, что рыбалка, в принципе, пойдет. В такую погоду, в такой мороз, как бы. Ну, пойдет. Не пустые, и то ладно, как говорится. Нормально, я кайфанул.